Я продолжаю писать карту дня на 26 июля. Это вторая часть карты дня. Здесь мы смотрим с вами знаки от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков зодиака, у меня есть первая часть этого видео. Ссылку вы можете найти под этим видео в описании, если вы вниз прокрутите. И также вы еще можете, если вы не знаете, как искать, где искать, оставить в комментарии мне запрос. Да? То есть напишите, мне нужна ссылочка на первую часть. И я вам тогда оставлю в комментарии. Так, хорошо, все рассказала. Смотрим теперь весы. События для весов. 26 июля, вторник. Покажите мне, пожалуйста, какие события будут у весов. Колокольчик у вас выпадает, пустые разговоры, болтовня, да, с кем-то может быть с утра. Приятная встреча, ну или свидание, да, то есть если свидание не может быть, тогда это просто приятная встреча. Возможно, вот болтовня на этой встрече, да, или на свидании. Получение документа, справки, посылки. Может быть, самое проще, да, проиграться как получение новости, информации, да, то есть какого-то известия. Змея. Вам на пути повстречается змея, да, то есть кто это? Ну, это обычно часто проигрывается как человек, да, который несет с собой какую-то опасность для вас. Но иногда проигрывается как просто человек по году рождения змея, да, либо связан по профессии как-то, да, со змеями, с медициной. То есть тут вот может быть и так, и так. Смотрите, и дальше идет общение с представителем закона, власти, госструктуры. Возможно, вот этот человек, который важный, очень влиятельный, он будет вести себя, да, как-то не очень хорошо, такой едкий будет при получении, да, вот идет получение рядышком, вам придется получать у кого-то, а этот человек вот может себя вести как змея. Гости. Кровать – это интимная связь, или если вам это не актуально, да, то тогда это просто желание пораньше лечь спать, да, или такая сонливость, да, может быть, желание отдохнуть. Угу. Есть еще, смотрите, череп. Череп – это усталость, это болезненное какое-то состояние, да, такое плохое самочувствие, или посещение медучреждения, разговоры о болезнях. Ну, тут очень похоже, да, может быть посещение медучреждения. Смотрите, рядом ложится корона, это врач, да, то есть врач, получение какой-то справки, да, в больнице. Может как-то так даже быть. Угу. И здесь нет. Смотрите, значит, что у вас получается. У вас в этот день пустые разговоры, какая-то приятная встреча, свидание, интимная связь, встреча с человеком-змеей. Кстати, тоже это вот может быть кто-то связан с медициной. Гости, встреча с представителем закона, власти, получение и посещение медучреждения или плохое самочувствие. Усталость еще может быть. То есть, если вы не планируете посещать медучреждение, то, скорее всего, это проиграется как усталость, либо плохое самочувствие. Если планируете, значит, события просто показывают, что это будет. Тут уже только вы сможете понять, да, как у вас, скорее всего, проиграется. У каждого это будет как-то по-своему. Благодарю вас за внимание, весы. И перехожу дальше к скорпионам.
Смотрим, скорпиончики. 26 июля. июля. События дня для скорпионов во вторник. Покажите мне. Первое, что увидела, обман. Маска. Кто-то попытается вас обмануть. Больше ничего не выпадает. Ага, еще есть книга. Книга — это казенный дом, да, то есть это какое-то госучреждение. Посещение госучреждения во вторник. Так, смотрите. Одни минусы, скорпиончики. Не знаю, что это за день такой. Встреча со змеей, да, то есть человек, который может обидеть, ужалить, да, от которого жди беды, как говорится. И тут же рядышком глубокая печаль, то есть что-то нас разочарует, расстроит, да, то есть и подсказка, что, да, вот эта змея, человек-змея, возможно, что-то едкое скажет, ужалит, обманет, да, возможно, вот эта змея обманет, да, а вы считаете этот обман, и это вас очень сильно расстроит. Так что тут вот видите, какая ситуация невеселенькая. Якорь. Ну, якорь — это фиксация. Да, то есть просто якорь показывает, что конец дня, все, да, вот как бы зафиксировались и находитесь дома. Либо еще что-то, якорь показывает, что-то заканчиваем, доделываем что-то. Может быть, разберетесь с этой ситуацией, да, поставите точку по якорю. Колокольчик, пустые разговоры. Может быть, еще подсказка: в пустых разговорах вас обманут. Да, то есть будет какая-то ложная информация. Кто-то приукрасит свой рассказ. Так, здесь нельзя соединять. Здесь нет, нет, нет. Ну, здесь нет совпадений. Получается, у вас 6 событий, да, из которых 3, да, не очень хорошие, ну, половина, грубо говоря. Первое событие — обман. Второе — пустые разговоры. Ну, опять же, да, вот может проиграться вместе. Потом посещение госучреждения, встреча с человеком-змеей, да, которая может очень сильно расстроить, прямо разочаровать. И якорь. То есть где-то заякорились или поставили точку в каком-то вопросе. Возможно, вот в этом, да, с этим человеком-змеей поставили точку. Так что, скорпиончики, вот такой день непростой, непростой. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. Двадцать 26 июля. Вторник. События дня для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. 26 июля.
Бабочка – это деловое общение с кем-то, деловые отношения. Приглашение. Вас кто-то могут позвать. Время, смотрите, на определенное даже может быть. Приглашение на определенное время. И будильник часто показывает опоздание. То есть, возможно, вы будете не успевать к этому времени. Ага, еще подсказка: казенный дом, посещение госучреждения. Возможно, вот на определенное время вам надо в какое-то госучреждение. Решить пообщаться с кем-то, деловое общение. Конфликт. Выяснение отношений. Два мнения: ваше и какого-то человека. Может быть, конфликт как-то будет связан со временем, да, то есть не успеваете, например, что-то сделать, и из-за этого будет конфликт. Застолье. Угу. И горизонтали, вертикали я у вас совпадений не нашла, не увидела. Значит, у вас получается 6 событий. Первое – это деловое общение с кем-то в этот день. Приглашение, скорее всего, на застолье. Да, вот вечером будет застолье, вас пригласят с утра. Приглашение, посещение госучреждения. Вам нужно будет ориентироваться на время в этот день. Да, то есть вы все время будете смотреть на часы, да, куда-то либо спешить, торопиться, да, пытаться успеть, не знаю, в общем, какая-то проблема будет со временем. Может быть конфликт в этот день. Вот у вас единственный минус – это конфликт. Опять же, то есть все что угодно. Может быть в этом деловом общении конфликт, может быть конфликт из-за того, что вы опоздали, не успели, не знаю, может быть просто какая-то еще ситуация конфликтная. Ну, конфликт может быть. Причем мечи – это серьезный конфликт, да, это когда вот прям люди выясняют отношения. Не так, да, что там голос повысили, да, и помирились через 5 минут. Это прям серьезный какой-то вот, серьезное выяснение отношений. И застолье. Еще тоже будет вечером у вас какое-то. Так что смотрите, надо себя как-то держать в руках, чтобы не попасть вот в эту ситуацию. Ну, если вы, конечно, не хотите попасть в нее. Благодарю вас за внимание. И перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. Двадцать 26 июля. События дня для козерогов. Покажите мне, пожалуйста. События дня для козерожек. Смотрите, вы стоите перед каким-то выбором с утра, да, то есть или-или. Да. Причем варианты практически вот равнозначные. Сложно будет выбор сделать, будете колебаться. Ключик показывает, что все в ваших руках, да, то есть все получится.
верность, гармоничные отношения в паре, ну, если у вас есть, да, пара. Какое-то получение будет в этот день. Конверт у вас в руках. То есть какой-то документ обычно. Документ, справка, бумажка какая-то. Надежда. Вас не покидает. Оптимизм. Пустые разговоры. И замочек показывает, что откроется какая-то информация тайна. То есть то, что было спрятано, скрыто от вас. Возможно, в пустых разговорах кто-то проболтается, расскажет какую-то тайну. Так, и смотрим с вами периметр. Часы нельзя, рыбу нельзя. Здесь нет совпадений. Смотрим теперь здесь. Нет, 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 нет. И нет совпадений. У вас нет ни по горизонтали, ни по вертикали совпадений. Получается 6 событий. Во вторник первое событие. Вы стоите перед каким-то выбором с утра. Дальше выпадает ключ и говорит, что у вас открываются какие-то возможности, открываются двери перед вами. Да? То есть еще ключ иногда говорит, это будет важный день, ключевой для вас. Все хорошо будет в отношениях, в паре, верность. Дальше получение какого-то документа, посылки, справки, бумаги, новости. То есть самое мелкое, что можно получить по письму, это какую-то информацию, новость. Дальше показывает, есть надежда, оптимизм. И вечером могут быть разговоры какие-то у вас с кем-то. И в этих разговорах вы узнаете тайну. Вы узнаете то, что от вас скрывалось, было спрятано, закрыто. Так что вечером держите ушки на макушке, услышите что-то очень интересное. Ну, в принципе, у вас день как бы, да, вот хороший, все события хорошие, кроме с утра могут быть, да, какие-то, какой-то сложный выбор. Ну, самое главное, что ключик. Если выпадает ключ, то обещает, что день будет очень-очень такой удачный. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев. Смотрим, водолейчики. 26 июля. События дня для водолеев. Покажите мне, пожалуйста, на 26 июля, вторник. Так, смотрите, у вас будет посещение госучреждения, казенный дом. Да, то есть это что у нас может быть? Школа, садик, налоговая, суд, да, прокуратура, не знаю, там ЖЭК, все что угодно. Кровать нельзя. Чемодан, расставание с кем-то. Это, кстати, может быть казенный дом, еще аэропорт, ЖД вокзал, автостанция. Может быть, вы кого-то провожаете или сами куда-то уезжаете. Получение документа, справки, бумаги. Возможно, в казенном доме вы собираетесь что-то получать в этот день.
Или покупаете, например, да, на ЖД вокзале покупаете билет, да, чтобы уехать. Ну или приходите распечатывать билет, да, если купили, допустим, там онлайн. Общение с детьми, цыпленок. Так, смотрим теперь вертикали, горизонтали. Что здесь? Слезы еще я вижу. Да, смотрите, кого-то вы будете либо провожать, либо прощаться, и прям вот это слезы, да, прощальные такие слезы, скажем так. Дорога выпала у вас. Это вы куда-то едете. Дорога, разлука, слезы. Возможно, даже будете ехать, да, с ЖД вокзала, либо с автовокзала, то есть именно не на машине, а именно на каком-то транспорте. Так, и здесь у нас нет совпадений. Значит, смотрите, что у вас. У вас поездка, у вас расставание, слезы, госучреждение, на руках билет. То есть, скорее всего, в вашем случае письмо показывает на руках, да, либо билет, либо паспорт, то есть какой-то документ. И дети еще выпадают, общение с детьми в этот день. Не знаю, то ли вы едете к детям, то ли вы перед этим общаетесь с детьми, то ли дети вас провожают. Но здесь вот в окружении показывают, могут быть дети с вами в этот день. Вот такая информация у меня, Водолей, для вас на вторник. У вас очень много событий указывают, да, на поездку, на дорогу в этот день. Благодарю вас за внимание и перехожу к рыбкам. Так, смотрим дальше. Рыбочки у нас остались. 26 июля. Ой, так, убежали. 26 июля, рыбки, события дня. Смотрим, интересно. Чего это у меня карточки разбежались? Дети. Первое событие, цыпленок. У вас может быть общение с детками. Это могут быть не обязательно ваши дети, да, то есть это могут быть внуки, племянники, крестники, то есть это именно маленькие дети, может быть, они будут как-то вот много вокруг вас суеты будет, да, карта у меня, если падает, это обозначает обычно перемещение, суету, движение какое-то. Очень похоже, что вы как-то вот, может быть, активно будете проводить время с детьми. Верность нельзя. Событие в доме какое-то еще выпадает. Скользкое дело. Обман. Ну, просто подтвердил. Обман просто подтвердил рыбу и все. То есть это, скорее всего, будет одно событие.
Так, смотрим с вами горизонтали, вертикали. Что у нас здесь? Чемодан, разлука. Разлука, расставание. Больше не вижу совпадений. Значит, смотрите, что получается. 5 событий, из которых 2 предупреждения. Первое показывает, что будете общаться с детьми в этот день. Второе показывает, может быть, разлука, расставание. Да, вот, может быть, пообщались, да, и куда-то, да, дети эти уехали. Дальше события в доме. Еще может быть какое-то мероприятие в роду, то есть не обязательно у вас дома, то есть обозначает, что такое дом, да, то есть это весь род, возможно, у кого-то из родственников события. Ну и вы точно будете там принимать участие, да, домик показывает. И предостережение для вас в этот день еще будет какое-то скользкое предложение, да, то есть и второе событие мне подсказало, это обман, маска, да, то есть человек будет в маске, он вас будет обманывать. Будет предлагать что-то заманчивое, да, куда-то затягивать вас в какую-то схему, да, но это обман, видите. Еще одно событие четко подтвердило, говорит, не вздумайте, да, в это втянуться. То есть это как бесплатный сыр в мышеловке. Предлагают что-то заманчивое, что-то очень красивое, привлекательное, но это в маске, да, то есть маску снимаешь, и там ничего хорошего. Поэтому будьте осторожны. Вот для вас есть предупреждение на этот день. Все заманчивые предложения перепроверяйте, пересчитывайте, пересматривайте, консультируйтесь у других людей, да, то есть если что-то, например, покупаете, может быть. Так что тут надо прям вам быть очень осторожными. У вас интуиция хорошая, включайте интуицию свою, рыбки. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.